Возведя на трон хана Токту, Ногай достиг вершины могущества. Он превратил свой улус в фактически независимое государство, обмениваясь посольствами с Византией, Болгарией и Египтом. В своей столице Исакче на Нижнем Дунае Ногай даже начал чеканить собственную монету с надписью «Хан Ногай», на что не имел права. Среди прочих земель в улус Ногая входил и Крымский полуостров. Однако вскоре хан Тохта перестал подчиняться Ногаю. Ногай выступил с войском против хана и поначалу одержал верх. Рубеж между ханской ордой и улусом Ногая пролег по Дону. Затем Ногай послал своего внука Актаджи собирать дань с Крыма, но генуэзцы Кафы, зная о мятеже Ногая против законного хана, отказались повиноваться ему и убили сборщика налогов. Ногай отомстил за это разрушительным карательным походом. Он сжег и разрушил все богатые торговые города полуострова – Кафу, Судак, Керчь, Кыркьер, а также столичный город Крым. Именно после этого нашествия Ногая в 1299 году запустели и никогда больше не возродились древние крымские крепости Эскикермен, Сюрей и Сарыкермен, Херсонес. На следующий год хан Токта сумел собрать достаточно сил, чтобы вступить в бой с силами Ногая и победить его. Могущественный Беклеребек был убит при отступлении. Память о Ногае оказалась столь прочной, что его имя через 100 с лишним лет отразилось в названии государства, основанного в 15 веке в прикаспийских степях Ногайской Орды. Согласно одной из гипотез о происхождении названия ногайцы, данный этноним возник потому, что немалую часть этого народа составили потомки родов, ранее населявших улус Ногая.